بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Тема сегодняшнего урока — разделительная хамза. У разделительной хамзы есть 4 способа написания. Пишется как отдельная буква или же над буквами алиф, я и вау. То есть у буквы алиф нету своего звука. Звук ему дает именно хамза. И также, если над я или над вау стоит хамза, то я и вау аннулируется. Читаем именно звук хамзы. А звук хамзы — это та огласовка, которую мы ставим на ней. То есть если мы над хамзой поставим фатху, то есть звук будет а. Если поставить касру, и будет и. Если поставить домму, то будет у. То есть и у. Здесь также и у. Даже если стоит форма я, но на ней стоит хамза, то мы читаем именно звук хамзы. Это та огласовка, которую мы ставим на ней. Например, Первый пример, как отдельная буква. Здесь будет амана. Амана. То есть на хамзе читаем та огласовка, которую мы ставим на ней. То есть амана. Потом адаму. Джаа. Шаа. Потом пример с алифом. Ахваза. Умира. Икраму. Аузу. Потом уриа. Вот здесь стоит форма я, но сверху стоит уже хамза. Поэтому читаем звук хамзы. Уриа. Потом мариа. Qaim. Юбдиу. И четвертый пример. Фуада. Здесь так стоит вау, но вау уже аннулируется. Читаем звук хамзы. Фуада. Муаззинун. Рауфун. Му'минун. И здесь завершаем 7-й урок. Субханак Аллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илляха илля анта астагфирука ва атубу илейк.